Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, на прошлой неделе в республике произошло 111 пожаров, при которых погибли 6 человек, травмировано 6 и спасены 30 человек. Из 6 погибших 3 погибли при пожаре в Стерлибашевском районе, по одному погибшему в Уфе, Ишимбае и Куйргазинском районе. Отдельно остановлюсь на пожаре в частном доме в деревне Старый Калкаш Стерлибашевского района. От 27 марта в ходе тушения пожара обнаружены тела 3 женщин 41, 46 и 48 лет. Они являлись родными сестрами и проживали совместно с матерью. В Стерлибашевский район выезжал начальник Главного управления МЧС России Латыпов Марат Раисович. Им проведено заседание районной комиссии по обеспечению пожарной безопасности с принятием дополнительных мер по профилактике пожаров с гибелью людей. 28 марта муниципальные районы и городские округа, исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Артуром Фарвазовичем Апетхановым, направлено спецсообщение с анализом причин, приведших к групповой гибели людей при пожаре в Стерлибашевском районе, и требованием принятия в срочном порядке дополнительных мер по профилактике пожаров. Мать 3 погибших женщин, являющаяся собственником дома, дважды привлекалась к административной ответственности сотрудниками органов внутренних дел за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции. В феврале текущего года правительством республики было направлено в муниципальные районы и городские округа обзорное письмо об организации в Авзелейском районе мероприятий по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей жидкости. Всем органам местного самоуправления республики предлагалось взять на особый контроль и при наличии информации инициировать проведение с правоохранительными органами совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Зная, что в селе Старый Калкаш, собственник дома, где погибли при пожаре эти 3 женщин, систематически нелегально торгуют спиртосодержащей жидкостью, администрация района и сельских поселений не приняли исчерпывающих мер реагирования. На 3 апреля запланировано заседание Республиканской комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Будет рассмотрен вопрос об исполнении субъектами профилактики, в том числе органами внутренних дел и муниципалитетами, мер по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции. На прошлой неделе на водных объектах республики произошло одно происшествие с гибелью человека. 26 марта при переходе реки Уфа по льду в районе переправы Док в промоину провалились 2 мужчин. Один мужчина утонул, 2 выбрался самостоятельно. Начаты поисково-водолазные работы на акватории реки Уфа по извлечению тела погибшего. На водных объектах республики проводятся профилактические рейды сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, республиканских и муниципальных спасателей с участием представителей средств массовой информации. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц, складывающейся в соседних с нашей республикой регионах, также в связи с весенним перелетом птиц, возникает опасность заноса на территории республики вируса птичьего гриппа. Также начинается активный сезон реализации сельскохозяйственной птицы населению. С целью профилактики и предупреждения возникновения массового заболевания среди птиц 3 апреля Управление ветеринарии республики планируется провести в Бакалинском районе командно-штабное учение по отработке действий при ликвидации особо опасного очага заболевания высокопатогенного гриппа птиц. Также состоится очередное заседание Чрезвычайной межведомственной комиссии по вопросу недопущения гриппа птиц на территорию республики. На прошлой неделе зарегистрированы факты подтопления талыми водами отдельных участков улиц муниципалитетов. Так, 25 марта в населенном пункте Суровка Уфимского района в результате отсутствия дренажной ливневой системы на низинном участке с улицы началось подтопление талыми водами частного дома. Местной администрацией была организована работа по ликвидации подтопления. В Уфе на улицах, где не оборудована ливневая канализация, организована работа по откачке талых вод. В основном работы ведутся в микрорайонах Дема и Нижегородка, где уже откачано свыше 120 тысяч кубометров воды. Просим глав администрации оперативно реагировать и принимать своевременные меры по отведению талых вод в целях недопущения подтопления жилых домов и приусадебных участков. Уважаемый Ради Фаридович, в целях обеспечения безопасного пропуска весеннего паводка
Предлагается с 3 апреля на территории республики ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект распоряжения подготовлен и представлен на ваше решение. В завершение докладываю, что сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары достаточно. Доклад закончен.